Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. В ближайшие полчаса мы расскажем вам о главных событиях. Равнение на знамя. Нам особенно приятно, что это точная копия, то есть 1 к 1, какой хранится в историческом музее. Сегодня в Казани впервые представили точную копию Знамени Победы, изготовленную специально для Татарстана. Одним из первых к реликвии прикоснулся и Рамиль Галиуллин. Уборка мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Мы должны чтить их память, чтобы мы никогда их не забывали. Хоть 100 лет, хоть 200 лет пройдет. О всероссийской акции «Дорога к обелиску» расскажет Иван Сарафанов. В гости с подарками! Дай вам здоровья. Спасибо большое. Чем порадовали пациентов госпиталя ветеранов, увидел Дмитрий Аренин. Чтобы помнили. Это для широкого, так сказать, читателя и потомкам. Ветеран Александр Малов выпустил новую книгу о войне, о правде, которую не забыть. Рамиль Шайдуллин. Сегодня в Казани произошло знаковое событие. В преддверии 9 мая в Национальном музее Татарстана впервые общественности представили копию Знамени Победы. Того самого, что установили на стеклянном куполе Рейхстага бойцы Красной Армии. Изготовлен флаг специально для нашей республики по поручению министра обороны России Сергея Шойгу. Кроме копии символа Победы, впервые свет увидел и подлинник знамени 1160-го стрелкового Минского ордена Суворова полка, сформированного в Татарстане. Реликвии одним из первых увидел Рамиль Галиуллин. Так под песню «Священная война» выходят знаменосцы. У них сегодня особая миссия. В руках священные экспонаты. Копию Знамени Победы и подлинник 1160-го стрелкового Минского ордена Суворова полка гостя приветствуют стоя. Значимость событию придает и тот факт, что знамена представляют общественности впервые. Вот тот самый символ Великой Отечественной – Знамя Победы. Воссоздано оно с фотографической точностью вплоть до мельчайших дыр. И так же, как и на подлиннике, в нижней части не хватает небольшого кусочка размером примерно 2 на 40 сантиметров. По одной из версий, его кто-то из советских солдат взял на память еще в Берлине. Это копия того самого стяга, который водрузили в мае 45-го над поверженным Рейхстагом. Оригинальное знамя в параде на Красной площади 9 мая было представлено только однажды, в 1965 году, по случаю 20-летия Победы. Сейчас в торжествах только копия. Такая теперь есть и в Татарстане. Знамя Победы передали в Национальный музей республики в 2018 году. Оно сделано по распоряжению министра обороны страны Сергея Шойгу специально для нашей республики. Очень важно, что главный хранитель истории нашей республики хранит также память о таких далеких, наверное, страшных событиях, но вместе с тем героических событиях. Знаменитый снимок «Знамя Победы над Берлином» был сделан татарстанцем Виктором Тёминым. История этого фото действительно удивляет. Герой посчитал своим долгом первым снять взятие Германии и установку флага 150-й стрелковой дивизии. Свой персональный самолет для этого ему выделил сам маршал Жуков. Но у Тёмина была задача не только сделать фото, но и опубликовать ее в газете «Правда» самым первым. В итоге фотограф убедил личного летчика Жукова улететь в Москву. Об этом событии рассказывает Светлана Морозова. Ее отец был другом и коллегой Виктора. Его должны были вообще арестовать. Его должны были арестовать за угон самолета. Но когда Жукову он выложил все эти кипы огромные газеты «Правда» с этой фотографией, он сказал, был бы героем, если попросил. А так, вот тебе орден. И дали ему орден. Это знамя, которое мы с вами видим, это именно периоды Великой Отечественной войны. Создано именно в тот период. И поэтому оно нам особенно дорого. Впервые из фондов Национального музея вынесли и знамя 1160-го стрелкового Минского ордена Суворова полка, сформированного в Татарстане. Его солдаты впервые вступили в бой в Подмосковье, освобождали Минск, сражались в Восточной Пруссии. И уже по ежегодной традиции сегодня представили знамя 280-го артиллерийского полка 146-й дивизии, участвовавшего во взятии Берлина. Мы прослеживаем, как оно хранится, как оно себя чувствует, что происходит. Если вдруг у нас появляются прорывы, естественно, чаще всего, то тут же на помощь приходят реставраторы. И затем мы укрепляем эти порывы
консервируем и по мере возможности очищаем. Увидеть реликвии можно было только сегодня, и весь день от них не отходят посетители. Выступление хора замечательное. Эти знамена просто до слез. Настолько это трогательно, волнительно. Наша школа была удостоена чести присутствовать на мероприятии здесь, в Национальном музее. И то, что такое мероприятие проводится с выносом знамени, с патриотической направленностью, это имеет огромную роль вообще в воспитании наших детей, в воспитании подрастающих поколений. Знамена представят общественности снова через год, напоминая поколениям о великом подвиге советского народа. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в рамках всероссийской акции «Дорога к обелиску» около сотни волонтеров убрались на могилах участников Великой Отечественной войны. На Арском кладбище на 400 могильных тумбах увековечены имена более 1000 фронтовиков. Активисты также привели в порядок памятники героям и монументы солдата-победителя и скорбящего солдата. Все люди, которые участвовали, даже там в тылу, они все тоже герои, мы не должны о них забывать. Азамат Ханафин – студент авиационно-технического колледжа. 2 его прадеда во время войны служили в пехоте. Один погиб на полях сражений в Белоруссии, второй дошел до Берлина и вернулся с победой домой. Я хочу сказать не только своему дедушке, а вообще про всех ветеранов, которые служили. Мы должны чтить их память, чтобы мы никогда их не забывали. Хоть 100 лет, хоть 200 лет пройдет. Сегодня около сотни волонтеров участвовали во всероссийской акции «Дорога к обелиску». Они убрались на могилы фронтовиков, привели в порядок памятники героям и монументы солдата-победителя и скорбящего солдата на Арском кладбище. Отдавая дань памяти, мы каждый год в преддверии 9 мая, иногда 22 июня, либо перед зимой, приходим на воинские захоронения и проверяем их состояние и проводим уборку. Волонтеры убрались на могиле знаменитого авиаконструктора Владимира Петлякова, создателя уникального пикирующего бомбардировщика времен Великой Отечественной войны. Речь о знаменитом П-2, который с 1941 года выпускался в Казани. Хранить память – это, конечно, в первую очередь знать историю, ну и конкретными действиями, поступками показывать это отношение. Для нас это очень важное мероприятие, которое формирует патриотические ценности у молодежи. Завтра волонтеры приведут в порядок могилы воинов на Архангельском кладбище, затем на Красной Горке и Новотатарском. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В преддверии Дня Победы медицинские работники Казани провели акцию «Белая сирень». Около хирургического корпуса 7-й горбольницы высадили саженцы сирени и установили табличку в память о бессмертном подвиге ветеранов-медиков. Именно белой сиренью встречали солдат-победителей с фронта. Сегодня дерево посадил и глава Минздрава республики Марат Садыков. В акции приняли участие ветераны труда, персонал больницы и пациенты. Ветеранов поздравили с праздником, вручили цветы и подарки. Для всех выступил заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин. Это будет аллея памяти тому подвигу нашему народу, который сделали в период Великой Отечественной войны. Я очень рада, что я все-таки увидела результат работы этой больницы и лаборатории, которую мы открывали. Сегодня в канун Дня Победы Союз ветеранов Татарстана поздравил с праздником фронтовиков и тружеников тыла. Навестили их в Казанском госпитале ветеранов войн. Они проходят здесь реабилитацию и терапевтическое лечение. Чем порадовали ветеранов, через что им пришлось пройти в годы войны и как они встретили День Победы в 1945 году, узнал Дмитрий Аренин. В этот день, солнечный день, обратите внимание, сколько пришло гостей поздравить вас и сказать вам спасибо. С теплыми словами, душевными песнями и подарками в госпиталь для ветеранов войн пришла большая делегация. Фронтовиков, тружеников тыла и детей войны поздравили ветераны военной службы, представители предприятий и учреждений республики. Приближается самая такая дата, великая и почетная. Это 9 мая, День Победы. Святой праздник. Наблюдая сейчас на вас и радуюсь, какие у нас вы симпатичные. И хотелось бы, чтобы и дальше так жили бы и радовались этой нашей прекрасной жизни.
С праздником вас! Татьяна Лазоркина в годы войны была школьницей. Почти все мужчины из ее деревни ушли на фронт. На колхозные поля и заводские станки встали дети и подростки. Утром вставали рано, чем свет не заря, и колхоз. Никого уж не оставалось. Мы одни на быках пахали, кто в свинарнике, кто дояркой. Поздравляю с наступающим праздником Днем Победы. Сегодня пациентам госпиталя вручили 100 праздничных подарков. Финансовую помощь в приобретении наборов оказала управляющая компания «Таиф». Она всегда поддерживает ветеранов, оказывает благотворительную помощь. Вам огромное спасибо, что вы есть. Были, да, дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Будьте все здоровы. Анна Сергеева в годы войны работала на 16-м заводе Казани. День Победы в 45-м встретила тоже в цеху. 6:30, что ли, 7 утра. Вот как все идут, как заплясали, и начальники, и все. Мы только рот разинули. Я говорю, что это такое? Они говорят, победа же, кончилась, говорит, война. Нежная калина, нежная рябина. Во дворе госпиталя сегодня устроили большой концерт. Творческие номера представили школьники и кадеты. Ветеранов также будут поздравлять дома. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Как всегда, в эти дни внимание приковано ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла. Следующая наша героиня – Мария Ашихмина. Когда началась война, ей было всего 11 лет. Уже тогда она поняла ее призвание – спасать людей. И этому призванию она посвятила всю жизнь. История труженика тыла в репортаже Гульнары Минихановой. Дорогая Мария Николаевна, мы поздравляем вас с Днем Победы. Спасибо вам, дорогие. Хорошие мои, любимые. Вот так с цветами и подарками к Марии Николаевне каждый год приходят ее коллеги. На станции скорой помощи проработала 10 лет. Всего в медицине 30. Вот я. Эти фотографии она бережно хранит и каждый год показывает их своим гостям. Самые запоминающиеся и эмоциональные фото военных лет. В 41-м ей было 11 лет. С первых дней Великой Отечественной она, как и остальные ее сверстники, трудилась на полях родного Буинского района. Мы ходили за 4 километра полоть пешком, босиком. Есть нечего, дома тоже нет ничего. Целый день жарились на солнышке, вот, и до вечера. Там у нас такой голод был, там Поволжье называется. У нас умирали семьями, пухли из голоду. На фронте воевали и два брата Марии, Федор и Александр. Последний был тяжело ранен. С поля боя его вынесли медики, которым путь показала собака-санитар. У них висел, как вот на ошейнике, вот типа свистка, деревяшка. Они в пасть совали собаки. Собака добегала до, какое-то учреждение, там, где врачи находились. И те уже знали, что там есть раненый. Живой. Да. Лежу, говорит, уже потерял память. Ага. Собака пришла, санитар. И сумкой, ко мне, говорит, сумку положил спиной, повернулась. Наша это уже. Ага. Я, говорит, взял у нее эту, перевязался. День Победы Мария Ашихмина помнит, как сейчас. Мы с ней тут сплясали, куркояк, и побежали бегом в школу, а там уже народу из деревни все собрались. А потом вот я уже вступила учиться в Казань на фармацевта. Я окончила 1 год, есть нечего. После войны учеба, потом работа врачом. Добрая, отзывчивая, решительная женщина, спокойная, уравновешенная. Работать с ней, рядом с ней, плечом к плечу, было приятно. Мария Николаевна за доблестный труд была представлена к наградам. В свои 92 еще бодра и с оптимизмом смотрит на жизнь. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. В каждой строчке только правда. Так фронтовик Александр Малов описывает свою новую книгу о Великой Отечественной войне. Она называется «Слово пахарей войны» и содержит реальные истории и размышления фронтовиков. Все без прикрас, какой война была для них. В свои 95 Александр Малов скрупулезно собрал каждую историю. А сегодня самые трогательные из них прочли на презентации книги в Госсовете.
на издании 70-летия был подготовлен. Тираж этой книги 500 экземпляров. Описанные в ней истории близки миллионам. Это воспоминания о Великой Отечественной войне, какой ее запомнили сами участники. Пехотинцы, мирные жители, дети. Не герои определили исход войны, а 34,5 миллиона солдат, которых перебывало под ружьем за 4 года войны. Вот о них и речь в этой книге. Автор книги – фронтовик Александр Малов. Сам в 18 лет дошел до Берлина, в составе Красной армии освобождал Европу от фашизма, был ранен. Уже после войны окончил факультет журналистики МГУ. Работал редактором татарстанских газет и журналов. К 95 из-под его пера вышло уже 11 книг. Очень здорово, что он среди нас сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, и он еще крепко держит в руках перо. Сейчас я у него спросила, есть еще идея? Он говорит, есть, еще могу написать. Вот лишь одна из цитат. В небе послышался приближающийся гул вражеских самолетов. Немецкие ястребы один за другим снижались и расстреливали обезумевшую толпу. Раненые стонали, одичавшие люди шагали по телам раненых и убитых. Соседке не повезло. Пуля пробила ей спину и грудь. Она опустилась на колени. Напиравшие сзади смяли женщину и затоптали ее ногами. Это был сентябрь 41-го. Автор этих строк был пятиклассником, который в спешке покидал свою деревню из-за обстрелов, когда на его глазах фашисты расстреляли почти всех ее жителей. Таких историй сотни. Все они рассказаны и описаны реальными людьми. Автор хотел, чтобы все помнили, война – это не только подвиг героев, это подвиг всего народа. Это для широкого, так сказать, читателя и потомкам. Следующую книгу Александр Малов хочет написать уже к 80-летию Великой Победы. Рамиль Шайдуллин, Эдуард Мухамедзянов, ТНВ, Казань. Память сердца. Праздник для ветеранов прошел сегодня в казанском поселке Дербышки. Цветы к вечному огню УДК Саид Галеева возложило руководство компании «Газпром Трансгаз Казань», оптико-механического завода и администрация Советского района. Песни военных лет звучат сегодня на площади УДК Саид Галеева. Здесь ветераны, жители поселка, дети войны. У каждого своя история. Валентина Володина во время войны жила в Подмосковье. Нас выгнали, когда из дома. Попали в какой-то в лес. Ну, снег, мороз, холод страшный. 2 года назад реконструкцию этого мемориала провела компания «Газпром Трансгаз Казань». Поддержали инициативу администрации города. С тех пор возложение цветов в этом сквере у вечного огня для руководства «Газпрома» стало традицией. Пока мы будем помнить, будет жив наш народ, будет жива наша страна. Как только притупляется наша память, черствеет наша совесть, начинаются у нас большие проблемы. В адрес ветеранов, конечно же, глубочайшие слова благодарности за тот великий подвиг, который они совершили, за то, что отстояли эту страну, эту планету. И, конечно же, пожелать здоровья, чтобы как можно дольше они находились с нами на этой земле. Память о войне у ветеранов еще жива. Сегодня их согревают бесконечные слова благодарности и улыбки детей. Праздник для ветеранов получился по-настоящему теплым. Уважаемые, дорогие наши ветераны, я хочу от всего сердца вас поблагодарить за возможность воспитывать наших детей под чистым мирным небом, за возможность работать, творить, создавать. В память о погибших фронтовиках, минута молчания и цветы к вечному огню. Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Строительство новых объектов по водным видам спорта в Казани заморозили на неопределенный срок. Какие объекты поставили на паузу, читайте в интернет-газете «Реальное время». Работе с молодежью в Татарстане уделяется большое внимание. Об этом председатель Госсовета Фарид Мухамедшин сегодня сказал во время встречи с победителями республиканского этапа чемпионата WorldSkills. До начала официальной части ребятам провели экскурсию по музею и библиотеке Госсовета. Рассказали про парламентские уроки. Фарид Мухамедшин поделился воспоминаниями о том, как создавалась Конституция Республики и как важно сейчас в непростых политических и экономических условиях оставаться патриотом своей страны. Недооцениваем то счастье, которое мы держим в руках, как такую изюминку Республику Татарстан, многонациональную, многоконфессиональную. 173 нации и народности проживают в нашей республике. В Ассамблее народов Татарстана, где я тоже председатель этой ассамблеи много лет, они сами, вот, эти
люди разной национальности говорят: мы счастливы в дружной братской семье народов Татарстана, живем в мире и согласии. От наших с вами отцов и дедов досталась нам с вами такая многовекторная экономика нашей республики. Аварий стало меньше, погибших больше. Итоги первого квартала подвели на комиссии по безопасности дорожного движения. В Татарстане за 3 месяца 2022 по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось количество не только аварий, но и пострадавших в них. Однако погибших в ДТП стало больше. Чаще всего люди гибнут в авариях на федеральных трассах. 27 ДТП с начала года произошли по вине нетрезвых водителей. В этом году на обеспечение безопасности пешеходных переходов в Татарстане направят более 58 миллионов рублей. Это искусственные неровности, дополнительное освещение и светодиодные знаки. Основными видами ДТП с погибшими явились столкновения наездных пешеходов, которые в сумме составляют более 86%. Основной причиной столкновения является выезд на пол встречного движения, в них погибло 43 человека. Здесь практически каждый третий погиб в местах, где обгон запрещен. Завтра в России День радио. 7 мая 127 лет назад Александр Попов создал первый в мире радиоприемник. Это и стало началом эпохи радиовещания. Сегодня в Татарстане работает 52 радиостанции. Одним из самых популярных стала Болгар-радиосе. 16% татарстанцев регулярно настраиваются на их волну. Самые популярные передачи – Кайнар-хит, Хагдин и Иртанге-чай. Сегодня радиоведущие устроили розыгрыш призов для своих поклонников. Как это было, увидела Сирина Сахапова. Марат Хабибрахманов всегда на волне Болгар-радиоса. Иртанге-чай – самая любимая программа. Слушает эфир за рулем. Сегодня он победил в розыгрыше и встретился с любимыми ведущими радиостанции. Ехал на машине, около Кремля был, как раз услышал и подъехал сразу. Позитивные такие ведущие. Всегда поднимает настроение. Победителями розыгрыша Болгар-радиоса стали 3 слушателей. Символично, что все подъехали на белых машинах, как раз под цвет флага радио. Болгар-радиоса мне очень нравится. Предлагаю своим родственникам и товарищам, друзьям. С удовольствием слушаем. С утра слушаем, как на работу выезжаем. Как целый день. Своих слушателей поздравляли любимые всеми радиоведущие Рустем Гайцуллин, Эльвира Вильдан и Ильнар Юсупов. Очень приятно, очень радостно видеть лица наших радиослушателей. Ведь обычно, когда работаешь в эфире, не видишь, с кем общаешься, а тут вживую, когда видишь их эмоции, самих наших радиослушателей, ты понимаешь, что работаешь не зря. Каждый год мы этот праздник отмечаем со своими радиослушателями не только через радиоэфир, но выходим на улицы города, общаемся, поздравляем друг друга с праздником и дарим подарки. В этом году у Болгар-радиоса двойной праздник. Отмечает не только День радио, но и 20-летний юбилей. Свое вещание станция начала в 2002 году, как радио «Новый век». Под новым названием в эфир вышли в 2012. Нас слушают около 4 миллионов слушателей. Это не только Татарстан, это и близлежащие республики, такие как Башкортостан, Пермский край, Ульяновская область. Также нам звонят и пишут наши радиослушатели из разных областей Российской Федерации. Радио является таким приятным фоном, откуда можно услышать и хорошие песни, и актуальные новости. Так что, мне кажется, у радио светлое будущее. Таким образом, Болгар-радиоса объединяет всех татар в регионах страны. Он из исторической родины рассказывает им последние новости, удивляет необычными проектами и заряжает музыкальными хитами. И все это на литературном татарском. Сирина Сахапова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Уже завтра в Казанском цирке шоу воды, огня и света. Грандиозные фонтаны, воздушные гимнасты, жонглеры, экзотические животные. Сегодня на арене прошли последние приготовления перед премьерой. Захватывает дух с первых минут шоу. Парящая под куполом цирка воздушная гимнастка, жонглер со шляпами и головокружительные трюки за гранью человеческих возможностей. На манеже генеральная репетиция перед большой премьерой. Это номер гостей из Шотландии. Акробаты на колесе смелости. Конструкция весом в полтонны и высотой с 4-этажный дом. Репетировали мы этот номер 1,5 года, пошли в работу и уже 9-й год переезжаем по России. Номер у нас называется «Гости». Мы гости в этой программе, гости в вашем городе, в вашем цирке.
гости из Шотландии. С необычной, с изюминкой. Изюминка здесь в каждом номере. Зрители увидят и феноменальные способности экзотических животных, трюки от попугаев и настоящую обезьянью корриду. Удивят необыкновенные клоуны, заворожит эквилибрист. Шоу «Вода, огня, света» — это именно тот проект, в котором гармонично сочетается качественное цирковое искусство с современными техническими возможностями. Грандиозное фонтанное шоу, поющие водопады, иллюзионный аттракцион и истинная магия цирка ждет зрителей на премьере. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. А сейчас давайте посмотрим на красоту воды. В Набережных Челнах в преддверии выходных заработали городские фонтаны. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. Квартиры почти в рассрочку. Переплата на весь период всего 91 тысяча рублей за 30 лет. Акбарсдом. Дом там, где мы. КТ легких. Низкодозовый протокол за 1900 рублей. Телефон в Казани 205-205-0. 205-205-0. Свежие овощи, классические приправы и сыр для жарки. В этом секрет идеального пикника. Серновский халымис для гриля и мангала. Вкусные майские. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. Здравствуйте! К субботе в республике станет заметно теплее, но по прогнозам синоптиков май не будет отличаться стабильностью, впрочем, как и первые 2 весенних месяца. А пока о погоде на 7 мая. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево днем температура повысится до плюс 14, ветер стихнет. Впереди праздничные выходные. Радует, что мы снова сможем насладиться весенним теплом. Заметно теплее в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Тут тоже без осадков и 15 градусов на термометрах. Погода восстанавливается и на севере Татарстана. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши выглянет солнце. Температура станет выше, а ветер стихнет. В Арске, в Кукмаре, Балтаси на фоне высокого атмосферного давления преимущественно без осадков. Будет солнечно и тепло до плюс 15. В Болгаре, Држаном, Буинске осадки маловероятны. Заметно теплее. Ночная температура тоже стала выше, до плюс 3. Комфортной будет суббота в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Без осадков и уже не так ветрено, как накануне. В воскресенье теплая погода сохранится, осадки не прогнозируются, а температура еще немного повысится. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В Казани малооблачно и без осадков. Ночью плюс 5, а днем потеплеет до плюс 16. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление выше нормы 770 мм ртутного столба. Влажность воздуха 45%. В магнитном поле Земли спокойно. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и до свидания.